Большегрузная техника вовсе не готовится к выезду, да и в кабину садится не машинист. Анастасия Богданова – студентка Алданского политехникума. Побывать в кабине автогрейдера она получила возможность, придя на экскурсию в компанию «Алданские пассажирские перевозки». Очень классные, кстати. Мне прям понравилось. Я еще хотела в другие залезть, но не было возможности пока что. Второкурсники осваивают специальность автомеханика. В крупнейшей транспортной компании района ребята приобщились к сути будущей профессии. В стояночных боксах гости получили представление об автопарке муниципального перевозчика, а в цехах и мастерских увидели, как осуществляется текущий и капитальный ремонт транспорта. Также студенты узнали о том, какие функции выполняют вспомогательные и хозяйственные службы. В теории тебе не покажут, как работают двигатели, как работают, соответственно, рабочие, как они разбирают двигатель, и не покажут на теории, где, соответственно, проходит работа, как разбирают машины и тому подобное. Здесь это можно увидеть? Здесь это можно увидеть напрямую. Работа в транспортной сфере предполагает не только владение техническими навыками и доскональное знание линий, но и ответственность за пассажиров и внимательное отношение к каждому из них. Показывая гостям автомобильное хозяйство, сотрудники предприятия отметили, что бесперебойное функционирование всей структуры зависит от труда каждого специалиста. Приводим на экскурсию, ознакомливаются с предприятием, Все. В дальнейшем они начинают проходить практику здесь. Производственная практика у ребят не за горами. Выезды на предприятия помогают юношам и девушкам понять, где они хотели бы приобрести первоначальный опыт и впоследствии работать. Сотрудники компании отметили, что интерес у студентов к получаемой профессии несомненно есть. Мы всегда рады принимать наших студентов. У нас подписано соглашение с республикой по образованию. Поэтому всех студентов берем на практику и рады их чему-то научить. Или закрепить то, что им уже преподают в нашем политехникуме. Экскурсии на производство помогают будущим специалистам увидеть взаимосвязь теории с практикой, а общение с сотрудниками предприятий способствует формированию не только интереса, но и ответственного отношения к делу, которым ребята займутся совсем скоро. Нравится ковыряться в машинах. Ну, постоянно смотрю, в детстве видел, как батя делает машину. Мне понравилось. Часто ему помогал, но пошел на автомеханику и все. Папа дальнобойщиком был, и в рейсы с ним ходила. Мне это понравилось, еще КамАЗ и всему прочее. И я такая, ага, значит, я буду учиться. И я вот с класса, наверное, 6-7 начала вот мечтать, что я пойду на автомеханика, либо на автослесаря учиться. В течение учебного года выезды на производство для будущих специалистов организуются регулярно. Таким образом, к моменту получения диплома студенты имеют представление о том, на каком предприятии они хотели бы применять полученные знания. С другой стороны, политехникум проводит обширную профориентационную работу со школьниками. В кузнице кадров юноши и девушки имеют возможность ознакомиться с сутью различных специальностей. Пробуя силы в выполнении заданий, школьники начинают понимать, хотят ли они заниматься тем или иным делом профессионально. Недавно политехникум стал площадкой федерального и республиканского профориентационных проектов «Билет в будущее» и «Моя первая профессия». Это современные программы по работе именно со школьниками, при этом прежде всего со школьниками, которые готовятся к выпуску. Вот. Это 9 это 11 классы. И в этом случае, конечно, отрадно, что мы получили такую возможность. К федеральному профориентационному проекту «Билет в будущее» политехникум присоединился в 2022, а с этого года Алданская кузница кадров является площадкой данного проекта. Работа с потенциальными абитуриентами будет вестись по новой форме. Юноши и девушки станут самостоятельно выполнять практические задачи по той или иной компетенции. Участие в профессиональных пробах позволит старшеклассникам не только больше узнать о различных специальностях, но и глубже понять собственные способности и интересы. Профессиональные пробы пройдут в очном формате в течение 90 минут по 7 востребованным на сегодняшний день направлениям. Ну и совсем скоро школьники Алданского района встретятся на нашей базе и под руководством опытных наставников попробуют себя в качестве мастеров по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, геодезистов, бухгалтеров.
В 9 классе многие ребята задумываются, что делать дальше – идти в 10 класс или поступать в учреждение среднего профобразования. Теперь старшеклассники могут рассмотреть и 3-й вариант – освоение профессии параллельно получению общего среднего образования. Такую возможность молодежи даст 2-й проект «Моя первая профессия». Этот проект предполагает обучение старшеклассников 10-11 классы. Будет проходить обучение по 3 направлениям, то есть по 3 профессиям. Лаборант химического анализа, слесарь по ремонту автомобиля и сварщик дуговой сварки. Ребята, то есть, получат навыки в течение 1,5 месяца, то есть если выбирают эту данную профессию. И по окончанию обучения они получат свидетельство о рабочей профессии установленного образца. По проекту «Билет в будущее» пройти профессиональные пробы смогут 60 старшеклассников, а в рамках проекта «Моя первая профессия» политехникум получил 30 квот. В настоящее время дорабатываются некоторые организационные нюансы, после чего начнется набор на обучение. Вся основная деятельность по обучению ребят вот этим 2 направлениям, она, конечно, прежде всего касается каникулярного времени. Помимо этого, так как общий объем часов не позволяет только в каникулярное время это сделать, то так в называемое свободное время будут организовываться дополнительные занятия для погружения ребят в специальности. Получая образование, школьники принимают активное участие в жизни города и района. Осенним днем на территории, прилегающей к Ледовой арене, работа кипела и спорилась. Старшеклассники городской гимназии копали лунки, а их младшие товарищи заботливо размещали в них маленькие сосенки. С посадкой 80 саженцев ученики управились быстро и совсем не устали. Я был одним из самых первых, взял лопату и пошел, как говорится, работать. Земля здесь хорошая. Думаю, что сосенки как раз природятся здесь. 80 деревьев к 80-летию Победы – так называлась патриотическая акция, ставшая своего рода стартом подготовки к празднованию Великой годовщины. Инициаторами акции выступили родители второклассников. Педагоги активно поддержали начинание. Инициаторами именно вот этого были семья Пурдышевых, которые вот привезли из Хабаровска саженцы, и родители 2 класса и дети, они прямо вот на ура приняли эту инициативу. Обращение было, правда, первоначально где-то в районе гимназии, но решено было все-таки сделать такой подарок городу. К посадке деревьев присоединились члены Совета ветеранов Алданского района. К делу и дети, и взрослые подошли серьезно, изучив все нюансы высадки саженцев хвойных. К слову, эта задача далеко не так проста, как может показаться. Саженцы, когда их выращивают, их привязывают к веточке красную ленточку. Для чего? То есть, если это дерево посажено как бы на север, значит, его при пересадке тоже надо сажать на северную сторону. И сосна, и ели, и кедр, они растут очень долго. То есть, чтобы, допустим, 3 метра, наверное, лет должно 15 пройти. Посадка сосенок стала первым проектом в преддверии юбилея Победы. На ближайшие месяцы у ребят и их наставников запланирована масса дел и начинаний. Учреждения образования плодотворно сотрудничают с Советом ветеранов. Ожидается, что патриотическая акция, проведенная гимназией, получит продолжение в Томоте. У нас в Томоте тоже так же вот ветераны, Советы ветеранов тоже так же посадят 80 сосеночек к 80-летию Победы. Не менее насыщены будни у студентов. Буквально на днях финишировала 3-я спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования Якутии. В этом году она прошла в Алдане. Место проведения было выбрано не случайно. Спортивное событие было приурочено к столетию золотодобывающей промышленности. А в качестве принимающей стороны выступил Алданский политехникум. Нас разместили в общежитии, очень тепло встретили, обеспечили питание. Мы посетили музей, библиотеку, хоккейный каток, и там покатались, отдохнули. Приняли нас очень хорошо. Нас ждал автобус, и автобусом поехали в общежитие и познакомились со многими ребятами. Настроение вообще отличное.
На республиканской спартакиаде было представлено 16 среднеспециальных учебных заведений Якутии. В течение 4 дней студенческие команды боролись за первенство в баскетболе, волейболе, сдаче норм ГТО, легкой атлетике и перетягивании каната. Спортивные битвы и поединки были напряженными, а общее количество участников превысило 500 человек. Все приехавшие проживают в стенах Алданского общежития, да, то есть это наше общежитие. Вот. При этом решен вопрос с передвижением, то есть с транспортом, решен вопрос с питанием. Уровень подготовки и проведения спартакиады высоко оценил первый заместитель министра образования Якутии Михаил Присяжный. В рамках визита в Алдан гость также провел ряд встреч, посвященных проблемам спорта. Рабочий день начался с деловой программы. Это был такой круглый стол, посвященный вопросам спорт от школы до производства. Но на самом деле мы, конечно, понимаем, что еще из детского сада все начинается. Здесь опыт Алданского района очень хороший, когда оздоровление детей начинается с детского сада. Но все-таки именно в школе значительную часть времени мы с вами проводим, занимаемся физической культурой и спортом. Когда мы поступаем учиться в колледжи, техникумы, либо в вузы, там тоже идет тоже спорт, идут занятия физической культурой и спортом. И наша задача сохранить свое здоровье, сохранить вот такой, скажем, хороший тонус, чтобы можно было хорошо работать и также передавать эти свои навыки, и в том числе своим детям, когда мы создаем семьи. Команды-победительницы и спортсмены-лидеры определились в каждой из 5 дисциплин. В общем командном зачете первое место занял Вилюйский профессионально-педагогический колледж. Серебро завоевали студенты Якутского сельскохозяйственного техникума, а замкнул тройку сильнейших Якутский медицинский колледж. Спартакиада среди учреждений СПО финишировала, передав эстафету зимним видам спорта. На алданских трассах сильнейшие лыжники и биатлонисты России и ближнего зарубежья традиционно открывают сезон. В течение месяца спортсмены проведут совместные учебные тренировки и примут участие во всероссийских соревнованиях, первых в наступившем сезоне.